Отец Темуджина, Есугей-Батур, был близким другом и побратимом Торгул-хана, правитель киреитов. После смерти отца в 1171 году Темуджин, которому было всего около 9 лет, с матерью и братьями попал в изгнание и стал скитаться. В 1180 году Темуджин обратился за поддержкой к Торгул-хану, апеллируя к памяти дружбы с его отцом. Торгул назвал Темуджина сыном, стал его наставником и покровителем. К 1186 году Темуджин становится союзником Торгул-хана в борьбе против татар и меркитов, а Торгул-хан поддержал его против тайджутов. Темуджин предложил династический брак, женить своего сына Джучи на дочери Торгул-хана, но Торгул-хан отказал. Темуджин обиделся и напал на Торгул-хана, но в битве у горы Чжунду потерпел поражение. Его армия была разбита и он бежал с остатками верных людей. Темуджин укрылся в гористой местности в районе Хулун-Буйра, у верховьев реки Банджуни. Там, в снегу и тумане, они умирали от холода и голода, и Темуджин обратился за помощью к уйгуру Шавути. Шавути был родом из знатной уйгурской купеческой семьи. Шавути – один из самых богатых торговцев Великого Шелкового пути, который вел караваны между Китаем, Маверанахром и Турфаном. В Китае его звали Чжиньхай, успокаивающий море. Шавути не дал Темуджину умереть с голода, он пришел с едой и с лошадьми, но самое главное, с золотом. Он отдал все свое состояние Темуджину, сказав: «Ты тот, кто поднимет небеса, а я всего лишь человек, но я все поставлю на тебя». Уйгур Шавути стал единственным, кто поддержал Темуджина, когда в него не верил никто, когда вся степь отвернулась от него. Именно на его деньги молодой Темуджин смог выжить, одолеть татар, оплатить и снабдить первые тумены прекрасным снаряжением и оружием, лучшими наемниками Великой Степи. Так, в 1203 году окрепший Темуджин атаковал Торгул-хана. Торгул-хан бежал, но попал в плен к найманам и был убит. Так трагически закончилась судьба названного отца Темуджина, который когда-то приютил и вырастил сироту. А в 1206 году состоялся Курултай, на котором уйгур Тата Тунга провозгласил Темуджина Чингисханом, что означало «великий хан». Уйгур Шавути при Чингисхане и его сыне Угэдэ занимал высокий пост канцлера и пользовался большим влиянием. После смерти великого хана Угэдэ на Курултае в Каракаруме в 1251 году Мунке, внук Чингисхана и сын Талуя, был провозглашен новым великим ханом при поддержке Бату-хана и клана Талуя. Сразу после избрания Мунке прозвучали обвинения в заговоре и раскрытии мятежа сторонников Угэдэ и Чагатая, включая главного советника Чингисхана, уйгура Шавути. Мунке-хан учинил массовые казни, а Гулгай-Миш, невестка Угэдэ, казнена летом 1251 года после пыток. Согласно Рашид ад-Дину сборник летописей, казнь Гулгай-Миш была проведена с особой жестокостью, чтобы продемонстрировать абсолютную победу клана Талуя. Ее подвергли публичным истязаниям, избивали, рвали рот и грудь до крови, чтобы унизить и сломить дух сторонников Угэдэ. После пыток ее завернули в войлочный ковер и удушили, традиционный для монголов способ казни, табу на пролитие крови чингизидов. Тело не удостоили погребальных обрядов, что символизировало полное уничтожение ее политического наследия. Уйгур Шавути был казнен удушением. Он не просил пощады, лишь спросил, кто донес на меня. Палач ответил: «Один из тех, кого ты когда-то спас в степи». Были казнены и другие члены семьи Угэдэ. По данным Рашида ад-Дина, всего казнены 77 знатных наёнов и их семьи. Казни 1251 года стали поворотным пунктом в истории Монгольской империи. Устранив клан Угэдэ, Мунке заложил основы будущих расколов, которые привели к распаду Монгольской империи. Когда-то уйгурский купец Шавути спас жизнь никому неизвестному степному вождю и дал ему целое состояние для старта создания империи, равной которой мир не знал, за что получил мучительную смерть от рук его внука, и это стало символом заката империи. После 1251 года наследники Чингисхана уже больше не собирались на единый Курултай. Раскол империи на улусы, Золотую Орду, Юань, хулагуидов стал неизбежным. Казнь уйгура, вложившегося в создание империи, точка невозврата. Благодаря уйгуру империя родилась, со смертью уйгура единая империя умерла.